Прежде всего, мы отталкивались от запроса наших абхазских коллег. Этот запрос был сформирован правительством. Была проделана изначально плотная работа профильными министерствами Республики Абхазия и Российской Федерации, по итогам которого были выявлены наиболее такие проблемные эффективные точки. В том числе этот вопрос прорабатывал и президент Республики Абхазия Бадыр Зурабович Гунба, и Сергей Владимирович Кириенко, по итогам которой мы приступили к исполнению. И были выбраны несколько блоков. Это система здравоохранения, в рамках которой мы передали порядка 10 машин скорой медицинской помощи, также передвижной флюорограф и передвижной флюорограф с техникой маммографа. Выбор абсолютно очевиден, потому что действительно был дефицит данной техники, а многие машины скорой медицинской помощи, которые находились на балансе Минздрава, они также уже подходили к этапу списания, были уже в ненадлежащем состоянии. А такая техника, как флюорограф плюс маммограф, крайне требовалась для жителей Республики Абхазия. Многие жители, мы знаем об этом, не имея возможности мобильно воспользоваться соответствующими исследованиями, с помощью этой техники были вынуждены приезжать в Сочи, там проводить данные обследования. Поэтому здесь выбор был точен и абсолютно очевиден, эта помощь была необходима. По линии Министерства просвещения мы передали порядка 20 школьных автобусов, также 22 передвижных компьютерных класса и 120 интерактивных досок. Здесь также все абсолютно очевидно и правильный выбор был сделан, потому что действительно требуется модернизация инфраструктуры, технического оснащения образовательной системы Республики Абхазия, чтобы сделать образовательный процесс в школах более инновационным, эффективным, более увлекательным для детей. Поэтому данная техника, естественно, она уже интегрирована в систему и активно пользуется в школах. Помимо 20 школьных автобусов, которые мы передали, я знаю, что коллеги из других регионов Российской Федерации также в этом году еще 20 передали автобусов, то есть всего 40. Их сейчас на балансе у Минпроса. Также крайне необходимая была помощь, потому что очень много школ, находящихся в труднодоступных населенных пунктах, в районах, в селах,